Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 18 и 19 ноября проводит семинар совещания студенческого профсоюзного актива вузов РБ. В обучающем семинаре приняло участие 80 представителей первичных профсоюзных организаций студентов и профсоюзного актива вузов РБ. Открытие семинара провела председатель Башкирского рескома профсоюза Пронина Светлана Николаевна. В своей речи она определила основные вопросы, которые будут рассматриваться на протяжении 2 дней. Порядок могут навести только студенты. А как навести этот порядок, в то же время не нарушая законов, да? То есть вот поэтому мы как раз вот этому и обучаем сейчас наш актив. Если вот профсоюзный лидер идет, это должно быть, знаете, призвание. Помогать человеку, другому помочь. Активный человек с активной жизненной позицией. То есть ему не все равно, что происходит вокруг. И я потом глубоко убеждена, что когда ты работаешь с людьми, когда ты им хочешь помочь, то не все равно, какая у тебя страна, какая родина. Все равно должен быть патриотом. Темой первого выступления стала перспектива высшего образования в РБ. Ее затронул Асадуллин Раиль Мирваевич, председатель Совета ректоров РБ, ректор БКПУ имени Акмуллы, рассказав о студенческой профпригодности после окончания вуза и о том, как важно говорить со студентами о нравственном воспитании. Будущий выпускник любого вуза, он всегда будет организатором производства, большого или маленького. Всегда нужны организаторские умения. Всегда нужно увидеть проблемы в жизни, а потом, осмыслив, предложить соответствующие решения. Поэтому профсоюз всегда называли школой. Вот она школой и остается в этом смысле. Петков Вячеслав Петрович, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан, рассказал о светском образовании и религиозном воспитании молодежи и затронул вопросы о различиях религиозной и преступной организации. Защитить студентов мы пытаемся и мы, и все организации, и все силовые блоки. Сегодня надо просто делать все возможное, чтобы наши студенты были грамотны, культурны, чтобы во всем разбирались. Наверное, вузы этого делают. И, конечно, самообразование, подготовка. То есть, чтобы всегда человек был аккуратен, всегда был вежлив, всегда был с улыбочкой. Я считаю так. После небольшого перерыва профсоюзные активисты прошли входное тестирование. Затем участников семинара поделили на 2 группы. В одной из них состоялся круглый стол, где обсуждались назначения и представления социальной поддержки обучающимся в РБ и изменения законодательства в сфере стипендиального обеспечения. На сегодняшнем семинаре мы рассмотрели те изменения, которые коснутся предоставления социальной стипендии с 1 января 2017 года. Мы здесь обсудили о том, что необходимо на данный момент все-таки разработать единую форму справки, которая бы применялась вузами для назначения социальной стипендии. В другой аудитории подняли вопрос о современном состоянии стипендиального обеспечения и формировании стипендиального фонда. Стипендия – это также немаловажная часть студенческой жизни, студенческого общества, которое их волнует, которое их… И они задают много вопросов именно касаемо стипендий, поэтому сейчас проводим семинар по стипендиальному обеспечению. Я очень благодарна нашему рескому за то, что студенчество для них является одной из важных составляющих их работы. Не во всех регионах далеко так плотно занимаются студентами, как в нашем регионе, и это отрадно. Все было очень интересно, часть вещей я знал, часть нет. Многие вещи, особенно постановления, которые войдут в силу с 1 января, были для меня очень интересны. Вот буквально только что я подошел и узнал пару вопросов, которые лично меня интересовали. Завершился первый день культурной программой. Айгуль Низамудинова, Наталья Любанская, Адель Хусаинова специально для Профком ТВ.